спор между тюркскими народами. Каждый из этих народов бьет грудь, что они истинные тюрки. Изучая историю этих народов, пришел к выводу, что среди этих народов только туркмены имеют тюркские корни. Остальные народы смешивались с другими народами. Слушайте родословие Агус-хана. Агус – одно из тюркских племен. Они же туркмены. Они состоят из 22 родов. У каждого рода их знак и клеймо для животных, по которым они узнают друг друга. Кынык, Афшар, Каик, Бектиле, Бындур, Бюгдюс, Иве, Баят, Салгур, Язгар, Эмюр, Улыйондулук, Карабиолюк, Тюгер, Алкабиолюк, Печенек, Игдер, Джувалдар, Урегир, Джебни, Тутырка, Джаруклук. От сыновей Агуза произошли 24 ветви, каждая получила определенное имя и прозвище, как об этом подробно написано в перечне. Все туркмены, которые существуют в мире, происходят от этих упомянутых племен и 24 сыновей Агуза. В древности слова «туркмен» не было. Все кочевые племена, по внешнему виду похожие на тюрков, называли обобщенно тюрками, но у каждого племени было определенное имя и прозвище. В то время, когда эти племена Агузы пришли из своих областей в страны Мавереннахра и в землю Ирана и в этих местах стали плодиться и размножаться, их внешний вид под влиянием воды и воздуха мало-помалу сделался похожим на облик таджиков. Но так как они не были настоящими таджиками, то таджикский народ называл их туркман, что значит тюркоподобный. По этой причине это имя обобщили со всеми ветвями племени Агуза, и они стали известны под этим именем. Из 24 ветвей сыновей Агуза одна половина относится к правому крылу войска, а одна половина – к левому. Эти сыновья совместно отправились на охоту, нашли там золотой лук и 3 золотые стрелы. Они принесли их к отцу и спросили, как бы нам все это поделить. Отец дал лук 3 старшим сыновьям, а 3 стрелы – 3 самым младшим и приказал, чтобы те племена, которые произойдут от сыновей, получивших лук, назвали прозвищем и названием «базук», значение слова «базук» – «ломать на части». Он положил это слово их прозвищем по той причине, что лук, дабы иметь возможность его разделить, по необходимости нужно сломать. И Нагзал, чтобы войско правого крыла принадлежало этим 3 сыновьям и их потомкам. Прозвание же племен, кои произойдут от тех сыновей, которым он дал стрелы, Агус обозначил словом «учук». Оно происходит от «учук», 3 стрелы. Он сказал, эти 3 сына и их потомки ведают войском левого крыла. Правое крыло Бузук, левое крыло Учук, Кунхан, Кёкхан, Каи, крепкий, Баяндур, будет. Его земля, полна благ. Баят, счастливый, милостивый Бичине, Беджине, да сделает доброе дело Ал-Карауле, всюду, куда он придет, будет желанным Джаудур, честный, с незапятнанной репутацией Карауле, черный шатер. Его рода, Чибни, всюду, где увидит врага, вступает с ним в бой Айхан Такхан Язер. Много областей будет на его стороне. Салор, Салыр, всюду, куда он придет, его меч и булава будут в действии. Дукер, ради собрания, его рода, Имур, да будет безгранично добрым и богатым. Дардирга, овладение государствами и установление закона, его рода, Алаюнтле, его скот да будет хорош. Епарлы Уркис, Уркиус, да делает всегда доброе дело и милостивый. Улдус-хан Дингис-хан Аушар, проворный, ловкий, к охоте и соколам страстный. Бегдир, хороший, великий, славный язык, сильный духом и радеющий о законе. Бугдус, всем да подчиняется и служит. Бегдели, да будет почтен, подобно речи великих людей, его рода, Ива, его степень да будет превыше всех. Каркын, да будет он великим и насыщающим кушанием. Кынык, всюду, где он бы не был, он будет почитаем. Легендарные агузские племена, потомки Агус-Кагана, по списку хивинского хана Булгази, 17 век. Хан использовал письменные источники, в частности сочинения Рашида ад-Дина, но и привлек устные родословные туркмен. Каи, Дудурга, Баят, Дукир, Алкайле, Афшар, Карайле, Кызык, Языр. Бегделе, Ясыр, Каркын, Баяндыр,